Ситуация на топливном рынке внутри Абхазии, какие решения правительства могут повлиять на регулирование рынка? Добрый день, уважаемые журналисты. Я приветствую вас на сегодняшнем брифинге, целью которого является информирование граждан и населения Абхазии о сложившейся ситуации на топливном рынке. В качестве предыстории хотелось бы напомнить, что 16 декабря 2023 года правительством Российской Федерации было принято решение, устанавливающее исключительное право экспорта в Республику Абхазия нефтепродуктов в рамках соглашения о режиме торговли от 12 февраля 2012 года. Хотелось бы отметить, что данное решение, точнее аналогичное решение, было принято в отношении Республики Южная Осетия. То есть на сегодняшний день положение с экспортом нефтепродуктов как в Республику Абхазия, так и в Южную Осетию аналогично. В чем заключалось данное решение и с какими последствиями мы столкнулись в последующем? 21 декабря ряд участников топливного рынка Республики Абхазия столкнулись с проблемами на границе по реке Псоу с ввозом уже оплаченных и задекларированных, то есть объемов, которые уже прошли таможенное оформление, столкнулись с проблемами по ввозу в Республике Абхазия. Таможенные органы Российской Федерации, ссылаясь на решение от 16 декабря, не разрешили вывести продукцию, которая подошла к границе. Данное обстоятельство, безусловно, беспокоит не только граждан Республики Абхазия, но и правительство. Правительство активно занимается этим вопросом на протяжении всего периода с момента принятия решения. А также хотел бы отметить, что в течение всего 2023 года на тот момент уполномоченный орган Министерства экономики Республики Абхазия неоднократно, официально, письменно озвучила свою позицию по поводу недопустимости принятия подобного решения, так как данное решение расценивалось как решение, ограничивающее предпринимательскую деятельность участников рынка Республики Абхазия. На сегодняшний день сложилась ситуация, при которой в Республике Абхазия, по нашим данным, по оперативным данным, имеется порядка 6 тысяч тонн топлива. Речь идет о бензине и дизельном топливе. Данных остатков хватает нам на приблизительно 1 месяц. Но есть положительная новость, почему мы и попросили вас сегодня собраться. Сегодня, по информации наших российских коллег, вышло постановление правительства Российской Федерации, которое изменило принятое ранее 16 декабря решение правительства, что позволит нам в кратчайшие сроки ввести в Республику Абхазия те объемы нефтепродуктов, которые прошли таможенное оформление. Данное решение мы ожидали достаточно долго. Вы знаете, что в течение месяца в нашей стране некоторым участникам топливного рынка пришлось приостановить деятельность своих автозаправочных станций, что негативно сказывается как на обслуживании граждан Республики Абхазия, так и на социальном положении нашей страны. Это также негативно сказывается и на налоговых поступлениях в бюджет. В целом ситуация, которая сложилась, крайне серьезно озадачила и в том числе правительство Республики Абхазия. В этой связи хотелось бы отметить, что на протяжении всего периода абхазская сторона предпринимала все возможные шаги для того, чтобы данный кризис разрешить.
все шаги для того, чтобы наши абхазские предприниматели не были ограничены в своей деятельности, для того, чтобы сотрудники этих организаций имели возможность также стабильно работать, получать заработную плату и обеспечивать свои семьи. Вопрос позиции абхазской стороны хотелось бы отдельно отметить. Абхазская сторона на протяжении всего периода обсуждения данного вопроса, как я уже говорил ранее, официально высказывалась о том, что подобное решение приведет к ограничению предпринимательской деятельности наших участников, что это негативно скажется на внутреннем рынке, но в силу определенных обстоятельств такое решение было принято. Нужно отметить, что российские коллеги заверяют нас в том, что данное решение не будет носить негативный характер для республики. Предполагается, что на данном этапе компания «Роснефть» предоставит публичные предложения участникам рынка, в которых будут достаточно выгодные для них условия. На данный момент подобных предложений еще не поступило. В случае поступления мы, безусловно, проинформируем вас об этом дополнительно. В целом, хотелось бы сказать, что ситуация, сложившаяся на рынке, является на сегодняшний день контролируемой, то есть прямого дефицита топлива на рынке нет. Да, часть заправок закрыты, прекратили свою деятельность, но есть участники, которые ранее сотрудничали с компанией «Роснефть», и они в неограниченном количестве предлагают к продаже необходимое топливо. Мы очень надеемся, что позиция абхазской стороны будет услышана и будут приняты механизмы, которые позволят эффективно вести деятельность нашим участникам в этой отрасли. Порядка 11 импортеров нефтепродуктов у нас в Абхазии существует. На сегодняшний день стабильно работают два крупных импортера. Это компания РН Абхазия и компания Апсна Ойл. Среднегодовой объем топлива у нас порядка 100 тысяч тонн.